Это огромная проблема для всей нашей страны и региона. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, о какой опасности объявил Эмомали Рахмон. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. По словам президента Таджикистана Эмомали Рахмона, продолжение процесса таяния ледников будет иметь негативные последствия для Центральной Азии, учитывая быстрый рост потребностей в воде в результате роста населения и экономического развития. Об этом он заявил, выступив на третьем заседании лидеров водно-климатической коалиции 4 июня, выразив обеспокоенность глобальным потеплением и таянием ледников. На этой неделе в Душанбе примет несколько международных водных конференций. По словам Эмомали Рахмона, водные ресурсы играют ключевую роль в развитии Таджикистана, но в то же время эти жизненно важные ресурсы сейчас сильно страдают от изменения климата. В то же время Таджикистан не является промышленно развитой страной, и 98% электроэнергии в стране вырабатывается за счет гидроэнергетики, возобновляемого и экологически чистого источника. Главной темой выступления Рахмона на заседании стало таяние ледников. Он отметил, что только за последние несколько десятилетий в Таджикистане исчезло более 1000 ледников, в результате чего общая площадь ледников страны сократилась почти на треть. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Президент Таджикистана заявил, что если таяние ледников продолжится, Центральная Азия столкнется с нехваткой воды. По словам Рахмона, Таджикистан использует только 4% водных ресурсов страны, а остальное уходит в страны низовья. Если в 60-е годы прошлого века водоснабжение на душу населения в регионе составляло более 8000 кубометров в год, то сегодня этот показатель увеличился более чем в 4 раза, сказал Эмомали Рахмон. Таджикистан и Кыргызстан расположены в зоне формирования водного стока в Центральной Азии. Несколько лет назад страны низовья, в том числе и Узбекистан, были недовольны распределением воды и строительством водохранилищ в странах Верховья. Исследование, проведенное группой таджикских ученых в октябре 2019 года, показало, что Зеравшанский ледник за 40 лет ежегодно сокращается примерно на 40 метров. Этот ледник расположен между Зеравшанским и Туркестанскими хребтами, откуда берет начало Зеравшан, одна из важнейших рек в Таджикистане и Центральной Азии. В бассейне реки Зеравшан, которая является трансграничной рекой между Таджикистаном и Узбекистаном, живут миллионы человек, и судьба более 6 миллионов населения соседней страны зависит от этой реки. Длина Зеравшанского ледника составляет около 900 километров, из которых 500 километров проходит по территории Узбекистана. В Таджикистане, стране Центральной Азии, расположенной в Верховье и являющейся основным источником воды в этом регионе, собирается 65% воды из региона. В книге «Ледники Таджикистана», опубликованной в 2003 году, говорится: если за последние полвека площадь оледенения бассейна Зеравшана сократится на треть, а объем льда вдвое, то к 2050 году в бассейне не останется льда. Но это только предположение, потому что климат может меняться каждый год. С начала 2000-х годов правительство Таджикистана сделало ряд предложений в ООН по обеспечению населения питьевой водой, но критики говорят, что властям необходимо решить проблему водоснабжения внутри страны. Третье заседание лидеров водно-климатической коалиции было посвящено проблемам изменения климата и нехватки воды. Петери Таалас, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации, заявил, что сегодня 2,3 миллиарда человек на планете страдают от нехватки воды. Ожидается, что 6-9 июня в Душанбе состоится вторая международная конференция высокого уровня, посвященная международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, а также ряд других мероприятий по воде. Основная встреча состоится 7 июня с участием президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и 2 заместителей генерального секретаря ООН. Как вы относитесь к такой ситуации, к тому, что Таджикистан одним из первых поднял этот вопрос? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.